Давайте, вот поднята рука, второй ряд, девушка. Здравствуйте, меня зовут Полина, я из Архангельска. У меня вопрос немного... Полин, можно погромче? Не слышу. Чуть погромче, прям. Смелей. У меня вопрос отличный от образования. Парфенов в одном из своих интервью сказал, что с Новгорода начался русский север. И у меня такой вопрос. Насколько Новгородская область сейчас заинтересована в освоении русского севера? Спасибо. Да, спасибо. Очень хороший вопрос, и на самом деле на него есть ответ. Во-первых, на самом деле вот новгородцы, такие древние новгородцы, потомки древних новгородцев, они сохранились на русском севере. И есть несколько поселений, например, в Коми, Усть-Цельма, в Якутии, Русское Устье, где люди говорят на новгородском диалекте, люди сохраняют те традиции, которых нет даже в Новгороде, потому что Новгород, я напомню, он 3 года был в оккупации под нацистами, там все было разрушено во время войны. Было несколько там событий, начиная с того, что Иван III переселял новгородцев в Москву. Улица Охотный ряд и Лубянка – это 2 новгородские улицы, куда переселяли новгородских бояр. То есть оттуда люди все время уходили, да, и эти традиции сохранены как раз на русском севере. Вот у вас коллега Цыбульский будет выступать, да, сегодня, да? Да. Мы с ним очень дружим, взаимодействуем. И, например, когда он был руководителем Ненецкого округа, мы договорились, что наш университет будет в том числе создавать специальные программы для ребят, которые закончили школу в округе, да, то есть будет выделенный там прием ЕГЭ, и, возможно, какие-то специальности мы будем делать с учетом там вот этого всего. Поэтому через образование, я думаю, что новгородцы будут сейчас помогать русскому северу.